Быстрые новости недели. Поехали. В результате российского воскресного удара по Одессе были повреждены 25 памятников архитектуры. Среди них есть постройки 19-20 столетия, рассказал глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Под обстрел российскими ракетами попал и Спасо-Преображенский собор в Одессе. А на следующий день в храм с таким же названием, только на Валааме, Путин и Лукашенко отправились целовать мощи. Сообщается, что они приняли участие в молебне о победе над супостатом. Невероятный уровень лицемерия. После публикации документального фильма о белорусских протестах 2020 года по вопросам эвакуации в Байсол обратились десятки человек. А за первые сутки количество обращений составило около трети недельной нормы, рассказал правозащитник Андрей Стрижак. Если вы заметили себя в фильме, который попал в руки к силовикам, обратитесь в фонд Байсол или к правозащитникам весны. В Польше допускают полную изоляцию Беларуси. Польша, Литва и Латвия могут принять совместное решение о закрытии границ с Беларусью в случае серьезного инцидента с ЧВК «Вагнер». Об этом сказал глава МВД Польши Мариуш Каминский. В Беларусь из оккупированного Донбасса были вывезены более 3000 украинских детей, сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, детей подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории. Более 136 тысяч белорусов столкнулись с репрессиями с мая 2020 по май 2023 года, рассказали эксперты Центра права и демократии «Узел правосудия». Журналиста Игоря Корнея перевели в СИЗО. Он не вышел на свободу после 10 суток ареста. На мужчину завели уголовное дело. Журналист Денис Ивашин был тайно осужден в колонии. Ни родственники, ни адвокат не знали о суде, который постановил перевести политзаключенного на строгий режим. Квартиру политзаключенного Сергея Тихановского продали с аукциона. Я уже давно попрощалась с этой квартирой, но я же понимаю, что после победы все имущество, которое было вот так вот отобрано, будет возвращено законным владельцам. Прокомментировала «Зеркалу» продажу жилья Светлана Тихановская. В сети появился трейлер оперы «Дикое полювание короля Стаха» в постановке Белорусского свободного театра. Премьера пройдет в лондонском театре «Барбикан» с 14 по 16 сентября. Ее посетит и король Карл III. Для тех, кто не доедет до Лондона, обещают стрим на Ютубе. 29 июля пройдет марафон солидарности с политзаключенными «Нам не все одно». Уже завтра независимые белорусские медиа объединятся в 12-часовом онлайн-марафоне, чтобы собрать средства для политзаключенных и их семей. К эфиру присоединятся блогеры, политики, общественные активисты, деятели культуры и спорта. Если вы находитесь в Беларуси, призываем вас не репостить, не лайкать и не комментировать трансляцию со своих личных аккаунтов. А пожертвования делать только с карточек друзей и родственников, живущих за границей. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.